Анна, вот там список sobie punkty, tak? Вот мы учим литература кажет чист, или после отъедны, галочка, punkty, после и палочка. Слушай, а как еще произошло? Так, еще, да, выставка там единственный экземпляр. Мы питаем, больше питаем, больше смерть. Ближе палочки я вам завтра дам. Это палочка. Кош. Комплектенько не баджам, он там же, по-моему, аркнул. Комплектнёлись. Комплект это раз, два, три. Это рабочая тетрадь, это программа. Все и вот и именинного еще и права. Он не должен был курса дата, конференция продалась, да, мы да покажем. Но у вас, конечно. До января, наверное, Надо решать Здравствуйте. это не всякие любовные. Это же галочка. просто пей, это Никуда не задерживается. Ты сам совечек, кто Люди потому не могут пока не подышать. Наши должны быть. Когда я буду выступление? Сейчас вот уже должна Да, Это первое. Да. А трансляцию врубаем тогда, когда она получается. Трансляция начнется. Вот как раз. Сразу как она так. Ящик все не знаю. Нет, замечайте, что задержка признана. Директор института, взять буквально минуту для приветствия, и потом мы уже сразу подключаемся. Но мы вас уже не выключаем. Хорошо? Окей, хорошо. Да. Тогда, пока люди собираются, может быть, те, кто уже собрался, они смогут ответить устно на такой вопрос, что такое для них билингвы. Причем билингвы естественные. В чем их отличие от монолингвов? Скажите, пожалуйста, один человек. Говорят, кто хочет, то есть это не обязательный какой-то вопрос, это такая разминка для того, чтобы проще было воспринимать то, что я буду рассказывать. Отвечайте. Тот человек, который владеет Кто владеет двумя языками, а в чем разница между естественным и искусственным билингвом? Потому что искусственный билингв, человек, который выучил языки, например, в 10 лет начал учить английский там, или еще что-то, он тоже билингв, он тоже владеет двумя языками, но он почему-то называется искусственным билингвом. А вот именно естественные билингвы, которые от рождения или в раннем возрасте, в дошкольном возрасте овладевают двумя языками, кроме языков, что у них еще очень важно? Что важно для естественного билингва? Языковая среда, которая растет. Вот ребенок растет, у него в семье мама говорит на одном языке, папа на другом. Или в семье говорят на одном языке, в детском садике на другом. Что еще этот ребенок впитывает? Он же не только слышит языки, он же еще может видеть, он же еще может наблюдать. Екатерина Львовна, уважаемые участники секции «Родной язык в детском саду», освоение условий двуязычия, я с радушием благодарю вас за то, что вы решили принять участие именно на нашей методической площадке. Я знаю, что здесь собрались люди неравнодушные к этой проблеме и люди, которые уже давно занимаются этим нужным для нашей республики делом. Для официального открытия нашей площадки я хочу предоставить слово ректору нашего института Галине Владимировне Китайгородской. Да, туда, чтобы вот сюда, как-то вот так. Хорошо. Вот сюда лучше, лицо. Добрый день, уважаемые коллеги, представители муниципальных образований Республики Коми.
субъектов Российской Федерации, участников международной конференции, которая посвящена вопросам функционирования родных языков в условиях двуязычия. Я рада приветствовать всех, кто сегодня принял и принимает в дальнейшем участие на нашей площадке, на площадке Коммерс-Американского института развития образования, в рамках семинара, который проходит сегодня именно благодаря тому, что сформировано в Республике Коми профессиональное экспертное сообщество людей, которые заинтересованы не только в сохранении языка, но в его развитии и прежде всего в его функционировании. Мы действительно благодарны вам, как участникам именно данного семинара, что вы, как уже Зоя Васильевна сказала, не только представляете педагогические команды муниципальных образований. Нам очень важно, что сегодня идет подключение всех 20 муниципальных образований Республики Коми к нашему семинару. Но мы понимаем, что сегодня в новых условиях формирования образовательного пространства именно от каждого из вас зависит, каким же будет наша система образования. Нам очень важно, что именно благодаря вашему активному участию в различных событиях, которые проходят в рамках проекта «Дзолюк», который проходит в рамках мероприятий, которые проводит у нас Зоя Васильевна Остапова, благодаря тому, что у нас в республике функционируют республиканские инновационные площадки, в республике сформирована та образовательная среда, которая позволяет функционировать, уже начиная с детского сада, родному языку в условиях двуязычия. Нам очень важно, что сегодня с нами работают международные эксперты. И действительно, именно те инновационные технологии, которые сегодня будут рассмотрены, они позволят нашим педагогам применять их в своей образовательной практике. И очень важно, у каждого из вас именно ваша профессиональная мотивация, которая уже сформирована, она определяет прежде всего и ваши именно трудовые функции педагога. Педагога, который работает вместе с родителями, с обучающимися, с педагогами, которые включены именно в ваши совместные проекты. Я поздравляю вас именно с этим событием. Это событие нашего института, что на нашей базе проходит такой семинар. Мне уже сообщили, что на семинар, который сейчас транслируется, зарегистрировано уже 150 слушателей. Поэтому, уважаемые коллеги, я только могу пожелать вам плодотворной работы, и что все данные позиции, которые сегодня будут рассмотрены, они стали основой для вашей практической деятельности. И чтобы у нас как можно больше было республиканских инновационных площадок, которые формируют лучшие практики по изучению родного языка в детском саду и транслируют эту практику на уровне не только республики, но и на уровне Российской Федерации и на международном уровне. Спасибо. Я желаю вам успехов. Итак, уважаемые коллеги, сегодня, конечно, нам очень повезло, что мы все-таки достигли договоренности с известным экспертом в области билингвального образования, известного специалиста по двуязычию, международного эксперта и, в общем-то, педагога с большим именем, известного во всем мире. Это Екатерина Львовна Кудрявцева, и она согласилась провести небольшое обучение для педагогов, которые участвуют в сегодняшнем нашем семинаре. Итак, Екатерина Львовна, мы вас слушаем очень внимательно. Итак, режим работы... Спасибо большое. Да, режим работы интерактивный. То есть в любом случае будут задаваться вопросы, можно отвечать, и могут быть вопросы и от вас тоже. Простите, пожалуйста. Еще раз, здравствуйте. Тогда начинаем уже работать. Я предупредила сразу коллег, поскольку у вас есть особенности связи, то я
работаю с микрофоном, наушники я снимаю, потому что иначе я слышу себя как эхо. Это не очень удобно при таком формате работы. Вы можете, если у вас есть какие-то вопросы, поднимать руку или вставать, или каким-то образом еще показывать, что вы хотите задать вопрос, и тогда я буду надевать наушники, и вы сможете задавать вопрос голосом. Еще вы можете передавать вопросы на записочках организаторам семинара, и тогда они будут мне в чат их или тоже голосом зачитывать, или в чат писать, и я буду на них сразу отвечать. Я постараюсь говорить максимально четко, максимально не использовать терминологию, которая, может быть, не всем известна. То есть будем работать как бы близко к реальности и практикоориентированно. Очень хорошо, спасибо. Так. Итак, первый наш шаг, как бы первая информация, которая для нас наиболее важна, я буду какие-то слайды пролистывать. Если вас заинтересует презентация, в конце будет дан мой mail, вы можете мне написать, и я презентацию вам вышлю целиком. Итак, первое, что я написала, когда мы готовились к проведению этого вебинара, это вот этот слайд. Написала, потому что были вопросы, связанные с такими формулировками, как «мы изучаем языки». И вот первый вопрос, который я вам задала, пока мы ждали начала семинара, был тоже связан вот с этой особенностью естественного билингвизма, в отличие от билингвизма искусственного, что естественные билингвы свой язык, который у них входит в состав вот этого билингвального, да, формирования, они его не изучают, они его осваивают, они на нем общаются, они его воспринимают, как воспринимают материнское молоко, как воспринимают окружающий их мир, окружающие их реалии, как воспринимают традиции культуры носителей этого языка как родного. То есть, если подходить именно к проблеме естественного билингвизма, как к изучению языков, мы утрачиваем те драгоценные неязыковые экстралингвистические элементы, которые свойственны естественным билингвам. Поэтому, когда мы говорим о естественных билингвах, мы говорим об их образовании и развитии, а не обучении. Мы говорим о том, что это образование и развитие интердисциплинарно, очень индивидуально. Я уже более 20 лет работаю в теме билингвизма, и я не видела еще ни одного ученика, даже своего, не говоря уже об учениках-коллегах, которые были бы по анамнезу билингвизма похожи друг на друга и по развитию по своему. И оно должно быть очень мобильное. Эта мобильность связана в первую очередь с мобильностью мышления, акций, реакций педагогов. При этом мы не говорим об изучении языков как при монолингвальном развитии, когда мы говорим об искусственном билингвизме, потому что речь идет о погружении в этнолингвокультуры в процессе деятельностного общения. Вам, как педагогам дошкольных образовательных организаций, я думаю, нету смысла рассказывать, что основной вид деятельности ребенка, да, это игра. Об этом Выгодский очень хорошо рассказал, и многие другие эксперты в области дошкольного образования и развития ребенка в возрасте от года до 7 лет. И просто я акцентирую ваше внимание, что вот вся та деятельность, которая происходит у ребенка, вокруг ребенка, с ребенком, она для естественного билингвизма, для того, чтобы весь его потенциал раскрыть, она может и должна реализовываться в рамках двух культур, русскоязычной культуры и иноязычной культуры, например, там татароязычной, да, башкироязычной и так далее, и на двух языках. Причем это должно реализовываться носителями этих языков как родных. То есть людьми, которые свободно себя чувствуют в пространстве данного языка и данной культуры.
при всем том, когда мы говорим о билингвизме, мы в какой-то части своего сознания постоянно должны держать и понимать, что у нас чисто монолингвальных, билингвальных групп больше не существует. И поэтому в любой образовательной организации, будь то дошкольная, школьная, любая другая, у нас группы поликультурные. То есть, если мы говорим, например, я работаю и сама в Татарстане, как бы являюсь руководителем международных сетевых лабораторий, с головной лабораторией при Казанском федеральном университете, и бываю часто в Татарстане, и в детских садах, в том числе и в школах, хожу, и мы сотрудничаем с детскими садами в Татарстане, в Елабуге, в Казани. И я постоянно, когда общаюсь с педагогами, я спрашиваю, вот у вас татаро, русское и русско-татарское двуязычие. А какие у вас детки, с какими языками, с какими культурами? И молодцы педагоги, отвечающие, что у нас есть и армяне, и азербайджанцы, и узбеки, и таджики, и вот все это тоже учитывается, потому что, формируя билингвизм, мы тем не менее формируем билингвизм в поликультурном пространстве. Это еще одна огромная нагрузка на мыслящего педагога и на мыслящего родителя, потому что формирование билингвизма в поликультурном пространстве без помощи родителей, оно невозможно. И вот тут как раз стоят 6 параметров, 6 основных таких ключей к специфике, к пониманию специфики поликультурной аудитории, которые мы учитываем, когда мы разрабатываем программы, когда мы разрабатываем инструменты для поддержания и развития естественного билингвизма. А эти инструменты я вам тоже сегодня покажу. То есть для того, чтобы начать работать с билингвизмом, важно, как первый шаг, оценить, а что же происходит вокруг этого билингва, какие языки являются языками так называемыми средовыми, то есть языками среды, какие культуры, даже без языковой поддержки, то есть без того, чтобы на этих языках, на языках носителей этих культур происходило общение, какие культуры, тем не менее, представители каких этнокультур окружают данного ребенка, потенциального билингва или реального билингва. И когда мы понимаем вот эти средовые условия, мы уже, исходя из них, понимаем, а где у нас как бы точки опоры, а где у нас точки лакуны, то есть на что нужно обращать внимание и на что нам можно опереться. Например, если это в Республике Татарстан, то мы прекрасно понимаем, что татарский язык, он присутствует в среде повседневного общения. Есть вывески на татарском языке, есть пресса на татарском языке, есть телевидение на татарском языке. И, соответственно, вот это средовое общение с татарским языком, оно очень интенсивно, оно присутствует во всех сферах деятельности. В сельской местности татарский язык даже может преобладать как язык старшего поколения, общения в семье, и здесь есть на что опереться. А если, например, мы говорим об Удмуртии или Башкирии, то удмуртский и башкирский язык, они вот в такой средовой системе, именно как в системе, не представлены очень незначительно. И тут необходимо фактически восстановление позиций этих языков, и, соответственно, вот из анализа среды мы понимаем, как мы агируем и на что мы можем реагировать. Когда мы провели анализ вот этой окружающей среды, мы начинаем работу с семьей. Замечательно сказала ваша ректор, когда приветствовала вас в вступительном слове к семинару, что обратить внимание нужно на работу с семьей. Без семьи в билингвальном образовании мы не то что далеко не уйдем, а уже живя 20 с лишним лет в Германии, работая именно с билингвами, уже постоянно, где-то я работаю 18 лет, до этого я работала с РКИ и с билингвами, или только с РКИ. И я понимаю, что если семья не готова работать, если я не проговорила с семьей, не объяснила родителям, не объяснила бабушкам, дедушкам, не провела с ними подготовительную работу, не провела с ними собеседование, не дала им в руки четко понятные, вообще без терминов, вообще как бы рисуночного типа материалы, которые убедят их в необходимости их поддержки
в важности их работы с ребенком, то я проиграю в борьбе за, например, русский язык в Германии у немецко-русских билингвов. Почему проиграю? Потому что, будучи педагогом, я общаюсь с детьми, если дошкольный возраст, я общаюсь с ними 2 раза в неделю, если школьный возраст 1 раз в неделю, или студенты, да, возраст подростков, молодежи. И вот этих 2, 4, 5, 6 часов, и даже только если педагоги, например, работают в детском саду, и у них есть русский язык у этих педагогов, в детском саду присутствует, то есть один педагог говорит на русском языке с детьми и играет, другой педагог на немецком языке с детьми и играет в одной и той же группе, то есть 2 педагога, 2 воспитателя с разными этнолингвокультурами, все равно мы проиграем, потому что большую часть времени дошкольник все равно проводит в семье. И кроме того, опять же, не буду вам объяснять, все это прекрасно понимают, для дошкольника ключевая личностная ориентация идет на родителей. Это уже в начальной школе произойдет переключение внимания на педагога, да, как ключевую персону, да, в окружающем его мире, а в подростковом возрасте на своих ровесников, одноклассников. Соответственно, мы должны, после того, как вы проанализировали ситуацию в среде и поняли, где среда нам помогает, где среда нам не помогает, иногда даже мешает, мы дальше приступаем к анализу ситуации в семейном окружении билингвов. В свое время мы с коллегами разработали такой электронный инструмент, он называется Ромбик, Roadmap Bilingual, дорожная карта билингва. Это фактически электронная анкета для заполнения родителями вместе с педагогами. И вот когда мы принимаем, или как коллеги принимают свои билингвальные детские садики, эта анкета уже существует на 21 языке, уже она как бы часто даже не связана с русским языком, потому что другие типы билингвизма с другими языковыми комбинациями. И вот когда коллеги принимают в свои садики детей, они с родителями заполняют эту анкету, и уже сам процесс заполнения анкеты, форма вопросов, форма постановки вопросов, выбор вопросов, он намекает родителям на то, что обратите внимание, насколько много зависит в развитии вашего ребенка именно от вас, потому что вы являетесь теми первичными, той первичной средой коммуникации, общения, теми первичными носителями языка и культуры, которые могут транслировать это на своего ребенка. Если детский сад русскоязычный, например, а это Татарстан, то в доме на татарском языке обыгрывается то, что в детском саду произошло на русском. Если это в Германии, на немецком языке в детском саду, в доме на русском языке с родителями то, что было в детском саду на немецком. То есть фактически семья запараллеливает то образование, которое дается в образовательной организации государственной, предлагающей это образование на государственном языке. Почему это опять-таки важно? Потому что, еще раз говорю, кроме языка важен аспект культуры. Дошкольник, ребенок с раннего детства до дошкольного, он реагирует не только на вербальные раздражители, то есть на то, что он слышит, но и на как бы интонационную, эмоциональную составляющую этих вербальных раздражителей. И на язык тела, если пользоваться терминологией Алана Пиза, то есть на мимику, на жесты, даже на дистанцию. Ребенок, это нельзя описать, то есть вот в этом разница между искусственным и естественным дво- и многоязычием. Человек, выучивший язык как иностранный, он будет говорить на этом иностранном языке как носитель другого родного языка. Как бы шикарно, как бы прекрасно приезжающие в Германию русскоязычные, украиноязычные коллеги не говорили по-немецки, все равно, даже не в произношение можно поставить, если как бы грамотно это делать, а вот в таких невербальных аспектах коммуникации просчитывается, что они не немцы. И очень часто это препятствует их успешному продвижению здесь, успешной социализации в Германии. И вот чтобы этой вот неуспешной социализации, чтобы не происходило у наших детей, оптимально давать им, именно носителям языка и культуры, общаться с дошкольниками
на этом языке в рамках данной культуры, понимая, что включает, какие традиции включает в себя национальная картина мира носителя данного языка, какая дистанция должна быть при общении, какие игры, какие смыслы передаваться, в каких литературных текстах, в каких потешках, прибаутках и так далее, и так далее. Какие персонажи, почему они такие. Например, если мы работаем с детьми из Казахстана, живущими в Германии, они вам точно скажут, что волк, он не глупый, он не злой, потому что в Казахстане волк – это тотемное животное, ему поклоняются, это животное тотем, хранитель семьи, да, рода. А русскоязычные дети из России, они скажут, волк глупый, лиса его обманывает, заяц его обманывает, медведь, в общем, он глупее всех оказывается. И вот, чтобы знать такие культурные, этнокультурные нюансы, проявляющиеся в языке, очень важно, еще раз повторю, чтобы именно носитель языка, человек, владеющий данным языком, выросший в данной культуре, в первую очередь взаимодействовал с ребенком. И вот здесь роль семьи переоценить невозможно. И поэтому, когда мы говорим о билингвальном образовании, мы говорим о треугольнике взаимной интеграционной сохранности, о том, базой которого как раз является семейное образование и воспитание. Кроме того, мы научились, живя уже здесь за рубежом, мы научились очень высоко ценить Центр дополнительного образования. Потом, когда мы исследовали историю сохранения, например, татарского языка в Татарстане, мы увидели, что тоже во многом это происходило не только в семье, но и в центрах дополнительного образования, когда в регулярной школе все было по-русски. И вот, когда я проговорила эти важные позиции о семье, из семьи, кстати, может идти и негатив в отношении языка и культуры. И семья может, например, я иногда слышала в Удмуртии, в Башкирии от родителей, они говорили, зачем этот удмуртский, башкирский язык, лучше английский, потому что с удмуртским, башкирским никуда они дальше не пойдут. И вот тут очень важно тоже с родителями проводить работу и объяснять им на реальных примерах. Это коллекция таких примеров у меня есть, и если опять-таки вас это заинтересует, я готова вам предоставить в виде очень хорошо составленной коллегами инфографики именно для работы с родителями потенциальных билингвов, в чем преимущество билингвизма и почему в дошкольном возрасте не нужен в России английский язык как несредовой язык, а нужен татарский, башкирский, удмуртский, то есть язык среды, язык нации, окружающей данного ребенка. И почему, если ребенок вырос как русско-татарский билингв в Татарстане, он будет очень успешный. У меня уже даже из моих собственных студентов, кого я учила в Казанском федеральном университете, есть масса таких примеров, он будет очень успешен, в том числе за рубежом, в том числе среди носителей других языков и культур, потому что у естественного билингва, правильно развитого естественного билингва, огромный потенциал, огромный ресурс, даже не потенциал, а уже ресурс реальный, которым он может пользоваться, как на уровне ментальности, ментальном, да, развития сознания, мышления, так и на уровне речевого развития, так и на уровне памяти, развития памяти и так далее, и так далее. То есть вот это как раз и есть плюс, почему сейчас в Европе и в мире крупные компании частного бизнеса, давая объявления о поиске сотрудников на работу в отделы развития, в отделы проектирования, в отделы, связанные с необходимостью больших эмоциональных и больших психологических нагрузок, они ищут в первую очередь билингвов, потому что билингвы способны выдерживать большие психологические нагрузки, способны выдерживать большие стрессовые ситуации, способны работать в поликультурном сообществе, способны быстро осваивать другие иностранные языки, способны переключаться, они очень мобильны, они очень креативны. И вот эти характеристики билингвов, они закладываются в раннем и дошкольном детстве.
именно за счет правильного развития естественного билингвизма с учетом того языка и той культуры, среды, в которой растет данный ребенок. И здесь мы уже говорим об этноориентированном подходе к обучению русскому языку и другим языкам, как неродным или родным, и воспитанию билингвальной личности в детском возрасте. Говорим, опираясь на те позиции, которые выработаны были задолго до нас. Мы не открываем никакой Америки, это все давным-давно исследовано на самом деле, просто мы об этом забыли. Если мы говорим о фон Гумбольдте, то он высказал концепцию, что язык – это хранилище народного духа, объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках. Ни одно понятие не живет вне языка, но язык не живет вне культуры. Поэтому я вас и спрашивала, а что важно на языке общаться в рамках действий, свойственных данной культуре, игрищ, свойственных данной культуре. Язык формирует мировоззрение носителя, менталитет, национальный характер, идеологию и, в свою очередь, формируется под воздействием менталитета, национального характера и идеологических параметров. Это гипотеза Сипира и Уорфа. Язык является устойчивым показателем этноса, это уже из Выгодского. Верещагин, Костомаров, Воробьев, то есть вот эти все фамилии, они, думаю, вам хорошо знакомы. И здесь вот как раз из Верещагина, Костомарова и Воробьева, их совместного труда по этнолингвокультурологии, тоже выдержка, тоже цитата, которая будет вам в помощь, если вы захотите аргументировать, а почему на языке вашей нации, на языке вашего региона, о традициях и культурах и действиях, игры и так далее в традиции и культуре вашего региона. То есть, еще раз, не изучение языка час в неделю, когда приходит человек, который говорит на этом языке, как на иностранном, и чего-то там преподает детям, а в дошкольном возрасте имеется в виду до 7 лет, а именно погружение в общение, в игру, в действие, в эксперимент, в исследование, в наблюдение за теми, кто является носителями данного языка и культуры, и с теми, кто является носителями данного языка и культуры на данном языке в рамках данной культуры. Активное действие. И тогда это будет очень успешно. Мы это наблюдаем. Кстати, чтобы далеко не ходить, если мы посмотрим на армянскую диаспору в Российской Федерации, это одна из самых таких старых, укоренившихся уже диаспор. Если мы посмотрим на еврейскую диаспору, если мы посмотрим на татарскую диаспору в России и за рубежом, мы можем говорить как об их успешности, сохранении себя как диаспор, в том числе вне того места, где язык является коренным для данной территории, а также об успешности татаро-русских, иврито-русских, да, армяно-русских и так далее, билингвов в их профессиональной дальнейшей деятельности и в жизни. Какие принципы психолого-педагогического сопровождения существуют в таком поликультурном образовании, в поле поликультурного образования, с которым мы сегодня имеем дело? Опять-таки здесь 6 ключевых принципов. Ну, про принцип дидактической культуросообразности мы только что с вами говорили. Проблемно-поисковые, проблемные формы обучения – это вот как раз то, что я говорила для дошколки. Это в первую очередь игровые, деятельностные, исследовательно, экспериментально-игровые формы взаимодействия с детьми. Опять-таки я работаю с большим количеством детских садов в Российской Федерации, в Калининграде, только в Калининградской области на 42 детских садика, которые в проекте «Сказкотека» участвуют, в Свердловской области, в Москве, Московской области и так далее, и так далее. И я прекрасно понимаю, что существует, с одной стороны, существует ВГОС нового поколения, ВГОС, который, ну, я просто снимаю шляпу перед Осмоловым, перед коллегами из Федерального института развития образования в Москве, потому что это тот ВГОС, которого мы ждали очень-очень долго. И в то же время я понимаю, что этот ВГОС на местах, ну, прочитывается по-разному, скажем так, мягко.
Вот если идти по тому ГОСу, который в 2012 году принимался, в 2013 году был окончательно принят дошкольного образования Российской Федерации современного, то вот все эти принципы там великолепно учтены. Как их реализовывать на местах, в первую очередь тоже описано в ГОСе, да, учитывая самоценность и своеобразие детства как периода развития ребенка, и давая возможность ребенку самореализоваться, саморефлексировать, самооценки, не контролируя, не заставляя, не диктуя, давая ему свободу. И чем больше у ребенка будет этой свободы, тем более у ребенка билингва, тем больше у него будет возможности задавать вопросы, которые помогут вам, в свою очередь, сориентироваться, а что ему интересно. И вот здесь, в билингвальных регионах и в билингвальных даже странах, если говорить о Швейцарии, например, да, или о Финляндии, или о Сингапуре, в России сейчас стало очень модно говорить про сингапурские методики, которые есть не что иное, как Выгодский, который очень хорошо там, и как бы другие страновые из других стран взятые методики и технологии, которые просто очень хорошо скомпилированы. Так вот, если говорить о вот всех этих, скажем так, проявлениях, основаниях, не знаю, как правильно сформулировать, то в первую очередь это проявление реализации свободы ребенка, свободы самовыражения ребенка, поиска себя ребенка, самоориентации ребенка. И, например, вот есть такие технологии, как утренний и вечерний круг. Для чего они нужны в этих странах? В детском саду, они нужны для того, чтобы на утреннем кругу ребенок проговорил, чего он ждет, чего он хочет, чего он боится, что обратило на себя его внимание. А на вечернем кругу, то есть как бы проговорил на опережение, а на вечернем кругу проговорил на рефлексию, отрефлексировав, что было хорошо, что было интересно, чего не хватило. И вот таким образом в этих странах, и, кстати, это в полном соответствии с новым ГОС, ребенку дается возможность рулить своим образованием. И, как вы понимаете, я назвала такие страны, как Финляндия, Сингапур, Германия, Эстония. Это не самые неуспешные страны в образовании. Мы знаем, что в ПИЗе это страны, которые стоят в первой пятерке мировой. Что такое, ну, здесь опять же образование, учебное сотрудничество, это то, что в ГОСе, что ребенок является определяющим, родители и педагоги сотрудничают, взаимодействуют с ребенком, они диктуют ему, куда и как идти. Интегративность, интерактивность, думаю, понятно, междисциплинарности, то есть не учим язык, о чем мы сейчас говорили, да, на примере языка, а осваиваем его в реальной деятельности, которая полностью отражает реалии нашей жизни. Интернет-педагогика, тоже приведу самый элементарный пример. У нас, например, в Германии дети работают с гаджетами, начиная с 5 лет в детских садах. Например, в США с 3 лет. И в 5 лет в США дети сдают тест, который, я думаю, что некоторые взрослые в России, может быть, не сдали бы, потому что это тест на владение IT-компетенциями, медиакомпетенциями. Детки его сдают идеально. Это вот принципы, которые выписаны, кстати, с учетом того, что написано в ГОС Российской Федерации, то есть это не какие-то мои зарубежные измышления, а это реальный ГОС дошкольного образования. К чему мы идем? А мы идем вот к этой табличке, на которой изображено, что же мы получим, если русский язык как родной, и причем он единственный родной. Да? Посмотрите, что у нас с вами получается. Носитель говорит: я владею русским языком, у него одна ментальная личность, происходит с самого начала непроизвольное бессознательное освоение русского языка в общении там с родителями, окружением и так далее, пассивным или активным. Русский язык представляет и реализует единственную реальность, да, то есть человек о чем-то другом не думает, это не может себе представить. И это единственный язык для его коммуникации, его самопрезентации и самореализации.
Что происходит, если русский язык как иностранный? Это вот такие два полюса. Русский как родной и единственный, русский язык или другой язык как иностранный. Второй полюс предельный. Человек хочет или ему нужно для каких-то его целей учить русский язык, он сам это осознает. То есть вы понимаете, что иностранный язык в дошкольном возрасте это совершенно о другом. Это, когда мы говорим об изучении иностранного языка, это освоение, изучение языка абсолютно осознанное, с пониманием зачем и почему. То есть это только школа, причем школа начиная лет с 8-9, вот так. У него две ментальные личности, если он сумел доучиться до уровня C1, C2 европейской шкалы языков. То есть это уровень близкий к уровню носителя. Но все равно он может говорить по-русски, понимая, как поведет себя русский в данной ситуации, но он может даже вести себя почти как русский в данной ситуации, но он русским в данной ситуации не станет никогда, потому что все равно преобладать будет та ментальная личность, которая у него первична, то есть, например, ментальная личность немца, американца и так далее. Это произвольное, осознанное изучение. Русский язык как осознанная необходимость, он дополнительный, то есть основной там английский, немецкий, французский, то есть язык, на котором с детства общались. И, как я уже сказала, что бы этот человек ни делал, все равно он не встанет 100% на позицию носителя русского языка как родного, потому что он таковым не является. Вот это две предельные черты, две черты, обеспечивающие рамки, рамочные ситуации. А что в этих рамках находится? А в этих рамках находится, например, для Германии, да, русский язык как другой родной, а для себя вы можете сказать там татарский как другой родной, удмуртский как другой родной, там коми как другой родной, и русский язык как неродной. То же самое коми как неродной, татарский как неродной, удмуртский как неродной. Это два проявления, два варианта проявления естественного билингвизма. И давайте посмотрим, что он нам дает, в отличие от одного родного языка или иностранного языка. Во-первых, если это естественный билингвизм относительно сбалансированный и добровольный, то тогда человек говорит: я умею, могу говорить на двух языках, в рамках этих двух культур действовать. Это предмет гордости, это его отличие, это его позитивная черта, в которой он способен себя тоже самооценить. Происходит непроизвольное бессознательное освоение обоих языков. Оба языка являются неосознанной насущной потребностью. На обоих языках этот человек способен самовыражаться, причем, вот я сейчас признаюсь, я сама билингв, у меня второй, или как сказать, другой родной язык немецкий, мне оба языка необходимы для самовыражения. Если, например, сейчас с вами я это все объясняю по-русски, то у меня все равно, остается недоговоренность во мне самой внутри, потому что есть какие-то элементы, которые лучше можно было бы объяснить, прибегнув к немецкому языку, потому что немецкий более четко, понятийно какие-то аспекты характеризует. И вот эта вот возможность самовыражения и необходимость самовыражения на двух языках в рамках двух этнокультур, она как раз характерна естественным билингвам. И вот здесь возникает такое интересное явление, как единство в двойственности. Если говорить образно, то это образ двуликого Януса. То есть человек, который является естественным билингвом, у него есть внутри его одной сущности, никакого раздвоения личности, никаких психических отклонений и так далее не происходит. Хотя психологически билингв отличается от монолингва ментально, это доказано уже многократно, но это психически абсолютно здоровые люди. И они объединяют в себе две сущности. Носителя русского языка, например, как родного и русской национальной культуры, и того же татарского или немецкого, как у меня, языка тоже как родного, как носители другой, татарской, германской и так далее национальной культуры. И если к ним обращается носитель русского языка как родного, они поворачиваются к нему своим русским лицом. И тот никогда не догадается, если не знает их истории, их биографии, что с ним общается билингв.
Или если общение не будет глубоким, на таком глубоком поэзийном уровне, тогда тоже можно догадаться, что общается с билингвами. И то же самое, если общается человек с носителем того же удмуртского языка, или татарского, или армянского и так далее, он поворачивается к нему своей удмуртской, татарской, армянской и так далее половинкой своей бинациональной личности. Собеседнику, общающемуся с сбалансированными билингвами, очень комфортно, потому что сбалансированные билингвы привыкли уже в силу специфики своего развития все время искать альтернативы, все время искать варианты, все время искать, как бы договориться, как выйти на диалог, как сделать это понятнее, лучше, интереснее для собеседника. Да? То есть естественный билингв, он не настроен на то, чтобы манипулировать, он не настроен на то, чтобы приказывать, он не настроен на то, чтобы контролировать другого человека. Он настроен на то, чтобы убеждать, заинтересовать, заинтриговать, привлечь внимание. То есть вот это тоже особенности, поэтому, например, у нас в Германии очень много руководителей среднего звена, то есть те, кто должны быть такими буферами между высшим звеном и подчиненными. Они из Канады, они из Швейцарии, они из Финляндии, они из Люксембурга. Знаете, какие страны я называю? Это страны, где билингвизм естественный уже в самой стране, потому что там несколько государственных языков. И это оптимальные руководители, это оптимальные сотрудники, я уже объяснила почему. Но этот двуликий Янус и вот эта вот ментальная личность в квадрате, она дает возможность еще одну, ту, за которую билингвы как раз естественные и ценятся так высоко в мире, почему их хотят иметь как своих сотрудников люди. Потому что, посмотрите, вот там, где наложение ментальных личностей, вот этих двух кружочков на таблице, там, где пересечение двух «я» у двуликого Януса, там возникает такая зона соприкосновения. Это так называемый коридор бесконечных возможностей. Если вот сейчас в нашем поликультурном мире какая-то проблема возникает на уровне одной или нескольких культур, ну вот не могут русские с украинцами, билингв найдет вот в этом вот своем соприкосновении, в этой точке наложения, найдет варианты, как и с теми, и с другими продолжать работать, уйдя абсолютно от политики. То же самое, билингв находит переключения, находит варианты решений в любой другой ситуации. Это если язык как другой родной. Если же потенциального билингва заставлять учить или именно не осваивать, не в игре, а навязывать, заставлять, потому что так нужно взрослому сообществу, то тогда есть вариант язык как неродной. И тогда такой ребенок говорит: я обязан знать русский язык, потому что его обязали родители, его обязали учителя, его обязал кто-то еще. И вот у него не возникнет вот этого пространства бесконечных возможностей, переключений и вариативности. Вот посмотрите, у него будет не ментальная личность в квадрате, а две ментальных личности, немного соприкасающихся. Он будет способен к анализу ситуации, но он не будет способен вот к этому вариативному множеству поиска выходов из этой ситуации. Русский, удмуртский, русский, армянский, то есть любой другой язык, который не язык страны, он будет для него осознанной потребностью. Да, нужно, потому что, ну, как бы родители заставили, педагоги заставили. Двуликого Януса не возникнет, переключений не возникнет, и всегда статусный язык будет в сильной позиции. И если, например, этот человек покинет тот регион, в котором говорят вот на этом его другом языке, этот язык постепенно фасилизируется, то есть он его просто забудет. Поэтому сейчас все рекомендации, связанные с билингвальным образованием в Европе и в мире, они направлены как раз на формирование вот этой интеркультурности, интерлингвальности, билингвальности вот в аспекте, как я показывала, формирования такого двуликого Януса. И опять здесь показано, насколько важна роль окружения и роль родителей, от которых зависит, какое решение, в конце концов, жизненное будет принято их ребенком или их бывшим ребенком, который стал подростком, стал взрослым, относительно данного языка и данной этнокультуры. И теперь следующая, третья часть нашего 4-часового вебинара.
Это а чему же, собственно, содержательно мы с вами обучаем, образовывая наших билингвов. Почему неверно говорить об изучении языка относительно билингвизма? Посмотрите, вот это коммуникативная компетенция, то есть способность человека к общению и взаимодействию, очень как бы просто перевести. Языковая составляющая, лингвосоставляющая, вот она какая маленькая, она всего-навсего инструментальная, это инструмент. Язык это всего лишь инструмент, чтобы договориться. А вот чтобы применить этот инструмент правильно, посмотрите, как много других компетенций нужно развить у нашего с вами ребенка в дошкольном возрасте, для того, чтобы он продолжать развивать в школе, для того, чтобы он научился договариваться с носителями данной этнолингвокультуры, с представителями других этнолингвокультур, договариваться успешно. Здесь и медиакомпетенция во всем ее многообразии. Это не только умение включить-выключить компьютер. Здесь и самокомпетенция. Вообще сегодня это основа основ формирования самокомпетенции и мобильности. Недавно закончился форум по World Skills, по, можно сказать, компетенциям 21 века. И вот там было сформулировано на заключительном заседании среди 3 основных аспектов, что самое важное – это формирование самокомпетенций, обучение, развитие способности самостоятельного, мобильного самообразования. Дальше социальная, межличностная, межкультурная и этнокомпетенция. Вот все это в детском саду мы формируем. Теперь вопрос, ну вот это наш портрет билингва, тоже мы не будем на нем долго останавливаться, это очень будет много времени, просто если вам это интересно, потом я вам дам линк, где этот портрет билингва мы с коллегами разбираем. И здесь в пазлах тоже все разобрано, как, на что обращать внимание, если мы работаем по формированию личности естественного билингва, что отличает естественных билингвов с точки зрения нейропсихологов, физиологов, психиатрии, в том числе клинической психиатрии и так далее. То есть эти исследования все существуют. Сначала они проводились в США, в Израиле, потом они начали проводиться в том числе и в России, и выводы совпали. Эту презентацию я сказала, что если будет интерес у кого-то поподробнее все почитать в спокойной обстановке дома, со своего экрана презентацию я с удовольствием вышлю, и вы сможете с ней поработать. Сейчас я просто пролистываю вперед. Так. Чтобы нам уже перейти к выводам по этой 3-й части, к 4-й части, собственно, показать вам быстрые инструменты, которые мы разработали, вот понимая все это, о чем я сейчас говорю. Модель группы билингвальной поликультурной образовательной организации – это 2 языка, 2 культуры, 1 мир. Да? То есть, например, один педагог работает на русском языке, другой на языке удмуртском, помощник педагога, например. Один день на русском языке праздник, другой на удмуртском. Один раз Рождество, например, на немецком языке, а Новый год на русском. То есть праздники, которые традиционны для данной культуры, на языке и в традициях данной культуры. И тогда ребенок действительно все это адекватно воспринимает. Сейчас появится следующий слайд презентации, просто пролистывается очень долго. Как это все делать, на основании каких инструментов, вот как раз это сейчас я вам и покажу. И еще раз повторю, очень важное слово, кроме я-компетенции для ребенка, очень важная ее реализация, очень важное слово мобилизация образовательного пространства, поскольку у нас, ну, скажем, мало времени, обычно такие тренинги мы проводим на 72 часа с педагогами, потом педагоги сами разработки свои представляют. В этом году, например, такая презентация разработок прошла у нас 3-жды.
педагоги из стран Европы, Америки, Австралии представили это в Афинах в июле, у нас была конференция, потом педагоги из Калининградской области, Сарапула, Москвы и Ленинграда представили это на нашей ярмарке инноваций в Калининграде, она у нас была в сентябре, и вот сейчас педагоги и участники проекта «Игры мирообразования» по гранту президента представили это в Испании, в мэрии города Таррагона. Так что вот такие как бы варианты, когда мы обучаем и потом выводим на международный уровень уже тех, кто действительно серьезно, глубоко подошел к процессу самоактуализации. Вот те компетенции, которых мы хотим добиться, которые, в России их принято называть навыки 21 века, это не совсем правильно, потому что здесь в перечне есть и компетенции, и личностные характеристики, и умения, и навыки, то есть такая мешанина получилась небольшая, но я специально взяла как бы российскую формулировку, чтобы было понятно, о чем мы с вами говорим, что мы формируем. Вот формулировка компетенций 21 века, которые, и вот на это я обращаю ваше внимание, они для естественных билингвов являются естественными. То есть естественных билингвов вот этому всему ключевым навыкам или компетенциям 21 века их не надо обучать, они у них есть. Они креативные, я уже сказала, что они стрессоустойчивы, они направлены на командную деятельность, причем командная в смысле команда единомышленников, а не в смысле, что кто-то ими будет командовать, как раз на это билингвы не направлены, и поэтому билингвы рассматриваются часто как сложные дети, потому что ими сложно манипулировать, они всегда спрашивают, а почему, а зачем, вместо того, чтобы просто сделать, как кажется педагогу, просто. Они критичны, а вот это как раз критичное отношение к окружающему, способность анализа и синтеза на более высоком уровне, она им свойственна, потому что постоянно самоанализом занимаются, ну и, соответственно, захватывают окружающую реальность. Саморефлексия, билингвы без нее, естественно, немыслимы, и это одно из тех качеств, которые необходимы 21 веку. И вот поэтому вот эти все качества, которые были выведены как результат проекта партнерства для формирования компетенций 21 века, США был руководителем проекта, коллеги, там были Канада, Израиль, Германия и так далее в этом проекте как участники. Эти все компетенции выявлены у естественных билингвов, как, опять-таки, естественно необходимо им свойственны. И их можно у естественных билингвов только развивать, и, соответственно, мы понимаем, что естественные билингвы – это граждане будущего. Кстати, чтобы еще вас немного развлечь такой статистикой, я люблю статистику, я часто ее смотрю, ну, статистику научную, конечно, не просто результаты опросов. И вот ученые опять-таки посчитали, что к 2025 году, то есть не за горами, через 6 лет, каждый третий гражданин цивилизованного государства будет билингвом. Каждый третий. То есть люди, родившиеся с 2000 года и позже, они в большинстве своем в странах, поскольку у нас такая глобализация, миграция и так далее, в цивилизованных странах они являются билингвами. И мы в Германии это прекрасно видим. К чему мы ведем наших детей? К формированию у них вот этого целостного, компетентностного поля личности. Опять-таки, сейчас у меня нет времени останавливаться, просто я очень коротко скажу, что когда вы говорите о знаниях, умениях, зуны никто не отменял. Знания, умения и навыки, они по-прежнему существуют, как и существовали раньше. Просто на базе знаний формируются, понятно, навыки, потом умения, а потом, если эти умения реализуются в каких-то атипичных, нетипичных ситуациях, реализуются неоднократно, преобразуясь самим человеком, который их реализует, вот это как раз и есть компетенция. И когда человек учится их транслировать также и на других людей.
И вот эта компетентностная поле личности – это система. То есть вообще все навыки, знания, умения, навыки и все компетенции, они существуют нераздельно, не сами по себе, они существуют как система, развиваются как система. Для этого есть специальные инструменты. Само понятие компетенции пришло, как вы понимаете, не из России, оно пришло из-за рубежа. И, соответственно, оптимально, если вы работаете с этой темой, брать вот эту всю систему и ее развивать, и ее транслировать, а не пытаться что-то сделать частичками. Но это было отступление. Вот мы у наших детей, начиная с дошкольного возраста, формируем сначала вот эти вот нижние ряды компетенций, это обязательные компетенции, как инфокомпетенция и я-компетенция. Это то, что у них формируется с детского садика, с молодых ногтей. А потом мы, наоборот, начинаем двигаться сверху, последовательно формируя вот то, что у них уже есть, это вот этот вот первый ряд, да, вот здесь есть у них любознательность, да, и потом мы последовательно от любознательности через автономность, через интердисциплинарность и так далее, через переключаемость, мы приходим к формированию у детей антихрупкости, то есть способности выживать в современном мире и выживать успешно, ну и так далее. Еще раз говорю, что это формируется сначала в семье, а потом в детском саду, начиная с раннего возраста и до возраста дошкольника. Последовательно, системно, и поэтому как бы, из ничего ничего и бывает, а из системного формирования получаются успешные дети, граждане 21 века, граждане мира. И последняя часть наша, я вам сейчас очень быстро просто покажу, что есть для того, чтобы все это работало. Когда мы с коллегами начали 20 лет назад плавать в теме билингвизма, смотреть, что было до нас, смотреть, что было еще с эпохи Торренса, то есть смотреть, что было в 18 веке, в 19 веке, в начале 20 века, потому что билингвизм родился не сегодня. Если мы говорим о билингвизме естественном, то это все развитие Америки, это и есть формирование естественного билингвизма, потому что мы понимаем, что это была массовая миграция трудовая, которая переселялась из Старого Света в Новый Свет в Америку и приносила свои языки, свои этнокультуры, было смешение языков и так далее, и так далее. И формирование вот этой вот картины современной Америки, по-всякому можно к ней относиться, но вот эта история формирования билингвизма в поликультурном мире. И когда мы это все начали исследовать, вы поняли, что как бы все хорошо, но самое плохое, что есть в Америке, это отсутствие, собственно, культурных, этнокультурных корней. Потому что когда это все формировалось, еще никто особенно не задумывался над тем, что у мигрантов всегда должно быть право реиммиграции, то есть возвращение туда, откуда они пришли, и у их потомков тоже, и даже если они остаются на новой почве, важно сохранять у них корни. Иван Распа непомнящий, перекати поле и понятные дальше последствия, да, сейчас, чтобы это не углубляться. И вот эти вот последствия, когда у людей отнималась их коренная культура, исконная история их предков и традиции их предков, и насаждалось что-то другое, оно имеет негативные последствия потом через большое количество поколений. Что мы сейчас видим в Америке, да, что развивающиеся цивилизации, в то же время культурная стагнация, отсутствие уровня ответственности, отсутствие уровня даже самосохранения. Мы видим эту гонку вооружений в частном секторе, в собственных частных домах, все эти перестрелки и так далее, агрессия, внешняя агрессия. Вот это все как раз и есть последствия вот этого обескультуривания, как бы отнятия корней, которое происходило в период становления Америки. Если мы начали это смотреть уже у поколения, просто уже не в рамках целого такого глобального контекста, как формирование современной Америки, мы начали это смотреть в рамках отдельных семей.
То есть мы наблюдали, если детей привозили из СССР, например, еврейская миграция, но у еврейской миграции это не так выражено, русские немцы, да, все-таки еврейская миграция свои корни сохраняла. А вот русские немцы, которые из Казахстана, из Сибири, поволжские немцы, да, из Поволжья, из того же самого Татарстана, привозили своих детей и переезжали целыми семьями в конце 80-х, начале 90-х годов, что они делали? Они говорили детям, что не надо говорить по-русски, русский надо забыть, казахского так и так не знали, нужно учить срочно немецкий, говорить только по-немецки. Родители говорили на ломаном немецком с ошибками со своим подрастающим поколением. Что мы, вот это происходило в 90-е годы. Прошло 20, 25, 28 лет. Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем в Германии потерянное поколение. Поколение, которое понимает, что оно не немцы, но они и не русские. И вот на вопрос «кто я?» они не могут ответить адекватно. И это поколение с большим количеством суицидов, это поколение с большим количеством психических заболеваний, это поколение агрессивное, это поколение, которое 10 лет назад, обучаясь в школах, не попадало часто в гимназию, а оказывалось в реальной школе или даже в основной школе, и тем самым это поколение профессионально неуспешное. В Германии появился в отношении этого поколения такой термин, как социальщики. Это поколение семей социальщиков. И вот опять-таки Америка с ее глобальной историей и вот это поколение с глобальной историей, они фактически дают одни и те же показатели. И поэтому мы сделали вывод, что очень важно вот это закрепление равноценности языков и культур, их как бы одинаковой драгоценности и развитие человека мира в диалоге культур с привлечением семьи и системы регулярного и дополнительного образования. И мы начали выискивать пособия, инструменты, какие-то ПМК, УМК, которые бы существовали, и обнаружили, что для немецкого языка, как одного из родных, для билингвов это есть, для английского языка это есть, для французского это есть, для испанского это есть даже для славянского языка, на котором говорят всего 2 миллиона человек в мире. Но для русского языка этого нет. И дальше мы начали вырабатывать параметры, которые необходимы играм, с которыми играют билингвы. И вот сейчас я просто вам покажу запуск когнитивных механизмов средствами языка по НАМу Хомскому или Чомскому еще в России с учетом периодов развития рецептивной, репродуктивной и продуктивной детей, играющих, с учетом речевого онтогенеза, с учетом, собственно, тех языков и культур, которые взаимодействуют для этих детей. Я все это сейчас пролистываю, уровня владения, коммуникативной направленности, то есть вот всех тех факторов, мы это все прописывали для себя, здесь просто я сделала скриншоты из тех табличек, которые мы в документах Google с коллегами в свое время для себя прописывали. Может быть, кому-то будет интересно, как мы просто вот шли и пришли к такой жизни, как создание полифункциональных модульных игр, игротеки «Дети мира», сказкотеки, календаря портфолио дошкольника-билингва. Вы разработали также, существуют как бы уровни владения языками, да, вот они здесь есть, эти 6 уровней. Мы разработали относительно этих уровней владения языками, мы разработали также уровни этнокультурной компетенции, то есть применение общения на данных языках в рамках инокультурного или разнокультурного пространства. Вот эти вот примерные уровни. Есть статья в журнале «Русский язык за рубежом», она уже 90-х годов, но, насколько я знаю, она и в различных перечнях, необходимых для чтения педагогами современных, так что она легко находима в России. И дальше мы разработали систему, а что должно быть в модульных играх, почему игры должны быть полифункциональными, модульными именно для билингвов дошкольного возраста и школьного возраста, почему они должны быть межвозрастными, междисциплинарными. То есть вот это все мы научно обосновывали, искали источники также в
материалов на других языках, для других языковых комбинаций. И что получилось в результате? Сейчас я вам очень быстро покажу. Получилась игротека «Дети мира». Сейчас в этой игротеке уже не 12, а 15 игр. Там более 100 модульных вариантов. В мире этой игротеки аналогов нету. Она запатентована, причем запатентованы как игры по отдельности, так и сама система модульных игр. И в данный момент ее перевели уже на немецкий, английский, чешский, сейчас переводят на украинский, раньше как бы русского варианта хватало, испанский и турецкий языки. Причем перевели не мы, а перевели коллеги из других стран, которым эти игры показались необходимыми, востребованными в их деятельности. Они изданы за рубежом. У этих игр нет одного автора, создавало международное сообщество психолога, логопеда педагогическое, потому что был логопед, был психолог, был социолог, был методист, был лингвист. И вот здесь, собственно, сами эти игры, это игры в известных технологиях, например, в технологии пазлов. Очень любят и взрослые, и дети у нас. Билингвам это помогает переключать коды. Вот то самое пресловутое использование языка в речи, то самое пресловутое расширение словарного запаса, его активизация. Сразу, как только новое слово пришло, чтобы оно не ушло в пассивный запас. Тема словообразования, цветовосприятия, отработка счета, отработка понятий целого и части, контура объекта, это и знание о животных, птицах, рыбах, это и введение в проектную деятельность, и креативизация мышления. Вот, например, у нас дети придумали такого собагаля, придумали, где он обитает, какой у него характер и так далее. То есть игры действительно полифункциональны, здесь можно считать, идет самопроверка, не обязательно, чтобы стоял рядом педагог или родитель, ребенок вполне сам в состоянии все это проверить, но это уже для более старших детей, это домино времени, как правильно по-русски называть время, на обороте будет, соответственно, там немецкий, английский, французский или другой вариант на другом языке для самопроверки. Домино переходных глаголов, опять-таки, кто умеет уже читать, писать дети, мы играем вот такое домино переходных глаголов. Медленно очень грузится, к сожалению, потому что очень тяжелая презентация. Обожаемая нашими детьми игра крестики-нолики сейчас в группе Фейсбука, а у нас есть в Фейсбуке группа, называется «Игровые технологии и игропедагогика». Вы можете к ней в любое время присоединиться, и там мы публикуем новые игры, игры на апробацию, все, что связано с играми, игровыми технологиями в образовании. Мы публикуем также результаты апробации, результаты внедрения. И вот там недавно в этой группе Фейсбука «Игровые технологии, игропедагогика» коллега из России, кстати, из очень какой-то такого северного региона, как России, она публиковала, как она совместила игру, разработанную в России, с игрой крестики-нолики. То есть дети действительно эту игру очень любят, это игра систематизации, это игра, которая помогает им освоить новые слова в игре, не выучить лексику, а именно освоить ее, найти ее самой, спросить о ней взрослых, зафиксировать ее. Тут можно использовать и рисование, и письмо, и гаджеты, фотографию, то есть и в то же время это технология именно крестиков-ноликов, тематические крестики-нолики, которые давно известны, то есть самой технологии детей обучать не надо, и вас тоже. Наше время истекает, поэтому другие игры я просто пролистаю. Ну вот можно тут так ее совместить еще. Ну вот очень разные игры. Сейчас говорю, презентацию я с удовольствием вам отправлю. У нас есть игра «Мультконтакт» со сказками, с анимацией. У нас есть игра «Пиктограф», игра Memory. Вот сейчас мы получили отзыв из Чехии на игру Memory, которую они вот только опубликовали, она поступила у них в продажу. И абсолютный восторг даже педагогов старшего поколения, которые уже не с детьми, а друг с другом в это поиграли. Такая игра Eco Memory.
Причем эти игры абсолютно интеркультурны. Это общечеловеческие понятия, это общечеловеческие принципы взаимодействия, но они реализуются на конкретном языке в рамках конкретной культуры. Игра хоббидром, о хобби, о профессиях, опять-таки, есть для более слабых игроков, для более сильных игроков, с меньшим словарным запасом, с большим словарным запасом, детки, подростки, взрослые. Словарный тренажер, игра ситуации, как вести себя в какой ситуации, как попросить о помощи именно на данном языке в рамках данной этнолингвокультуры. Колесо обозрения профессий, то же самое. Также можно сделать колесо обозрения этнокультуры региона с костюмами, с традициями праздников региона. В технологии рулетки, например. Тематическая рулетка. Из чего вы готовите, что вы готовите. Это все делается элементарно, вручную. То есть это просто я вам показываю принципы. Морской бой, узнать свой город, реакция в своем городе, где, куда, что. То есть вот это все таким образом реализуемо. И можно тоже делать со словами, то есть морской бой и кроссворд в одном. Мы топим не корабли, а ищем слова. Кубики историй, игра кубидром. То же самое можно о животных на любом языке, а можно о традициях и истории вашего региона. А что было бы, если бы? Да? Например, здесь, если бы в период перестройки был не Горбачев, а Петр I. Игра азбучной истины. Здесь для русского языка, азбуки русской, знаем ли мы свой алфавит. Например, если бы я вас сейчас спросила, какой вопрос задает русский алфавит, современный русский алфавит, не азбуки веди, азбука, да, а современный русский алфавит, какой вопрос он нам задает, то я уверена, что большая часть аудитории, хотя вы работаете с дошкольниками, вы алфавит с ними проходите, вы учите их писать наверняка, большая часть аудитории не ответила бы. А ведь русский алфавит задает совершенно конкретный вопрос, на который детки очень любят отвечать. Он спрашивает нас, где еж? Просто мы настолько быстро проскальзываем по алфавиту, что вот этого осмысленного чтения даже на уровне алфавита еще не происходит. А дети, если им дать время и возможность, вот эти все игры мы вместе с детьми, с билингвами придумали. Игры с алфавитом. Игра «Генератор историй». Тоже детки очень любят придумывать истории сами, абсолютно невообразимые, сказочные. Игра «Речедром» — это уже для более серьезно, там и цифры, там и время, там и география подключается, и понимание, какая огромная наша планета. Ну вот, пословицы, поговорки, как можно с ними играть. То есть я сейчас просто пролистываю до конца, потому что очень много и игр, и материала. Я пролистываю игры, вы можете посмотреть сами, и очень быстро показываю вам, что такое календарь портфолио дошкольника. Это тоже компетенции, но компетенции, которые формируются у дошкольника. Он многократно премирован, он соответствует диагностике интеллектуального развития по Вераксе. Есть такой у вас в России специалист, он написал «Как воспитать маленького гения», и вот он признал даже сам, что это полностью соответствует его технологии, то есть он придумал, как это теоретически, а мы реализовали практически. Вся та коммуникативная компетенция, которая здесь есть, она реализована. Это взаимодействие ученика, педагога и родителей, то есть все, о чем мы говорили до сих пор, оно реализуется полностью. У нас календарь портфолио дошкольника билингва существует на русском языке, вторую этнолингвокультуру добавляет как бы та страна или та сторона, которая его использует.
Мы просто обучаем, как это добавить. В Испании они разработали вот к этому свой испанский вариант, полностью испанский, и сейчас активно это внедряют в Каталонии, потому что есть показатели, доказывающие, что развитие детей, которые работали по календарю портфолио дошкольника, в школе их успешность выше, чем успешность сверстников по календарю портфолио не работавших. Это листы-разделители, листы самодиагностики ребенка. Причем есть самодиагностика, есть семейная самодиагностика, профильная самодиагностика. Не пугайтесь, звучит так очень как тяжелый какой-то весомый талмуд. На самом деле вот она самодиагностика, всего-навсего один листик. Самодиагностика ребенка, семейная, потом кладется рядом и выясняется, насколько родители знают своего ребенка. Проводится за 5 минут. И профильная самодиагностика организации, по желанию организации, чтобы понять вообще, если мы говорим, у нас билингвальный детский сад, а билингвальный ли у нас детский сад, то есть отвечает ли наша реальность нашему желаемому. Листы-разделители четко обосновано, почему они именно такие. Листы-разделители можно варьировать, в разном возрасте добавляются разные листы. Вот примеры листов-разделителей, они сделаны такими яркими, красочными, потому что на их основе мы проводим в детских садах также тематические выставки. Тут такой фокус, во время выставки родители видят, что вот другие родители с детьми это сделали, а мы этого не сделали, в следующий раз делают все. Это подсказки для родителей, чтобы они знали, где, в чем, с кем взаимодействует их ребенок в детском саду и вокруг детского сада. Это подсказки для педагогов. Страна-то у нас Россия, а где я живу, и насколько я хорошо знаю, где я живу, и вообще с чем это связано. К этому есть праздники России, праздники моего региона на основе открыток. Словотворчество ребенка, активности ребенка и родителей, ребенка и детского сада, фотографии, такой фотоальбом, это подсказка, что куда размещать, знакомство ребенка с миром, хобби ребенка, расписание, ответственность, формирование ответственности на добровольной основе, а не заставлять ребенка, как это делать. Когда ребенок начинает готовить, что вкусно, что невкусно для ребенка и почему, ну и так далее. То есть вот это листы-разделители. Дальше идут листы компетенций. Опять-таки не нужно педагогу вспоминать, а что в каком возрасте должно сформироваться. Педагог просто отмечает на каждого ребенка, а что у данного ребенка уже сформировано. Отмечает по готовому тексту, ну, тупо подчеркивает. И последнее, опять-таки педагог работает подчеркивателем, ставит желтым, красным или зеленым цветом, красный не выполнил, желтый выполнил при поддержке, зеленый выполнил самостоятельно, вариативно, вот по этому листу компетенции предпочтения ребенка, и дальше четко совершенно понятно, что у данного ребенка или у данных детей группы западает. Если западает у данного ребенка, над чем работать индивидуально, о чем поговорить с родителями. Если западает у всей группы, извините, тут уже о чем подумать самому как педагогу, где ты допустил ошибку. Если западает у всего детского сада, тут уже собираться вместе и думать, а в чем ошибка программы. Причем это четко тоже все проверено, это прошло сертификацию, это соответствует современным стандартам российского образования, сертификаты есть. И вот примеры таких листов, где педагог проводит маркировку каждый год на каждого ребенка, и в конце можно прекрасно посмотреть, это где педагог работает, и темы для беседы с родителями индивидуальные, за закрытыми дверьми. Вот они, эти листы компетенций, начиная с возраста 2 лет и до 7 лет. А вот постановка задач, собственно, с чем работает ребенок, то есть если педагог наблюдает, родители наблюдают, то ребенок и проводит и самонаблюдение, он работает вот с такими игровыми заданиями, и именно результаты этих заданий игровых заданий вносятся в лист компетенций и предпочтений ребенка. Вот такие игровые задания. То есть ребенок не контролируется, ребенок играет, может провести самопроверку, ничего не подсматривает, потому что подсматривать ребенка учим мы, взрослые, когда мы говорим, ну ты посмотри, ведь там у соседа получилось, или вот посмотри, вот образец,
Когда мы заставляем его действовать по образцу, мы часто его именно учим подглядывать, подсматривать, искать, с чем сравнить. А если ребенок об этом не знает, он свободно действует и добивается более высоких результатов. Где посмотреть откомментированный постранично календарь портфолио дошкольника? В Фейсбуке есть страничка «Календарь портфолио дошкольника», на которую вы можете подписаться, и вот у нас постоянно там публикуются как страницы самого календаря, так и комментарии родителей, педагогов, какие-то материалы педагогов, которые работают по календарю портфолио дошкольника в разных странах мира. Ну вот, например, такие фотографии с детками. Я вообще против парт в детском саду, но в России очень часто, к сожалению, в детском саду живут парты. А вот это разработали студенты, выпускники Удмуртского государственного университета, которые апробировали календарь портфолио дошкольника, и в конце года апробации они вот такие вот плакаты разработали и заняли 2-е место в конкурсе социального плаката в Москве с ними. Вот так они оценили календарь портфолио дошкольника, как раскрытие таланта ребенка. Если у вас возникают вопросы, вы не засыпайте, пожалуйста, вы их задавайте, потому что сейчас я очень быстро покажу, ну это я вам показывать сейчас не буду, потому что это очень надолго вопросы именно... Она видела аудиторию, а то она думает, что мы тут даже все скрафим. Вы скажите свое мнение, вам понравилось, не понравилось. В общем-то, очень много информации полезной. Я просто даже, можно сказать, что мы открываем окно в мир. Да. Так ведь? Да. Поэтому, Достаточно. да, вот поэтому я вот и решила, что чай Никак не получается, это не очень хочет он таким полезно. образом, Я до этого так погружена. писать. Но Так, сейчас я вас пролистаю до сказкотеки. Вот, это сказкотека с Калининградским областным институтом развития и образования. вот еще один проект. И Сказкотека, тоже замечательно. опять-таки не буду показывать все, просто вам покажу, из чего состоит сказкотека, и на этом закончим мы, чтобы ровно 1:30 у нас получился. Значит, сказкотеку создавали 27 педагогов, 21 страна мира, мы работали над ней 10 лет. Сказочный алфавит, как первая апробация сказкотеки при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа, прошла апробацию в 32 странах мира. В итоговую сказкотеку вошли 42 сказки, русские, народные и литературные, никаких переводных, потому что мы говорим о русской национальной картине мира в этих сказках реализующихся. Иллюстраторами сказкотеки стали 109 детей-финалистов, создали более 5000 иллюстраций к сказкотеке, они все оригинальные, никаких копий ни с какого интернета. В 2015 и 2017 году сказкотека прошла добровольное сертифицирование в Российской Федерации и получила сертификат соответствия стандартам Российской Федерации. Более того, педагогов, несколько работающих в Москве, в Краснодарском крае и в Калининграде по сказкотеке, стали победителями конкурса имени Выгодского, получили первые премии именно по работе со сказкотекой. И в 2018 году появились 3 новые книги сказкотеки: сказки зарубежных писателей «Три поросенка», сказки народов России и Татарстан и литературные сказки Корней Чуковский. Эти книги были созданы педагогами-пользователями сказкотеки из разных регионов России: из Екатеринбурга «Три поросенка», из Татарстана сказки народов России и из Калининграда сказки Чуковского. И сейчас они стали началом новых подсерий внутри сказкотеки. Причем все это без всяческой финансовой поддержки. Все эти годы абсолютно все работали и работают на общественных началах. Проект «Сказкотека» начался в 2016 году, тоже без всякой финансовой поддержки. Единственное, что у нас спонсор купил
200 чемоданчиков с сказкотеки, 100 для Калининградской области, 100 для Германии, а больше никаких спонсорских и других денег нету. Все работают, опять-таки, или на свои зарплаты, как педагоги детского сада и школы, или, как я, как научный руководитель проекта, бесплатно. Сейчас в этом педагоге участвуют, в этом проекте участвуют педагоги и дети 35 стран мира. Проект уже включил только из Калининградской области 149 педагогов. Сейчас представьте себе, что такое 35 стран мира, это более 700 педагогов. И в рамках этого проекта были разработаны 47 инновационных продуктов. 35 из них были представлены в КРО на ярмарке инноваций в этом году, 17-18 сентября. 4 из них уже запатентованы и 9 готовы к патентированию. То есть это реальные инновации, это не для галочки, не для отчетности, а это реальные инновации в сфере билингвального поликультурного образования, которые разработаны педагогами-участниками. Ну и что такое сама сказкотека? Это 35 книг. Сейчас это мы все пролистнем, потому что на это времени у нас нету. Сказкотека – это 35 книг, которые развивают все ключевые составляющие компетентностного поля личности, отвечая потребностям ребенка, отвечая потребностям ребенка-читателя в технологии перспективного чтения. То есть ребенок задает вопросы и получает ответы на них, работая с тетрадями, а это рабочие тетради сказкотеки. Самих сказок там нету, самого текста, я сейчас все это пролистываю. Самих сказок, самого текста нет, потому что это может быть ввод сказки через мультфильм, это может быть через чтение педагогом, это может быть через чтение родителями. Это вот как выглядела сказкотека 5 лет назад. И может быть через чтение самим ребенком, да, то есть в зависимости от ситуации. Там задачи, даже не задания, а именно задачки, проблемные задачки, связанные с данными сказками. Вот содержание сказкотеки. Организация по буквам алфавита, она важна для того, чтобы педагогу было легко найти книжку. Ребенок ориентируется на картинку из сказки на обложке, а педагог ориентируется на название, да, то есть Ё – это ежик, елочка, ну понятно, П – это Пушкин, Щ – это щука, ну и так далее. Ш – это Простоквашино, то есть все достаточно просто. Т – теремок, Р – репка. И дальше вот сказкотека, вот она как выглядит сейчас, 35 книг. Она запатентована, вот тут вы видите, она рекомендована, тоже видите, что это все на обложке указано. И дальше я просто очень быстро пролистаю. Мне, поскольку из разных стран мира и из России тоже приходят мейлы, письма от педагогов, то я иногда из этих мейлов, из писем что-то копирую, и накопился вот такой, ну, как бы, такой портфолио сказкотеки. Что о ней говорят педагоги? Тоже очень быстро пролистываю. Самое главное, что находясь, пока я листаю, вы можете думать о том, что находясь в Коми, находясь в Татарстане, находясь в Удмуртии, находясь где-то еще в каких-то регионах, где существуют свои языки, своя культура, вы можете создать такую сказкотеку, используя технологию данной сказкотеки, создать по сказкам народов своего региона, транслируя культуру, этнокультуру своего региона. То есть вам надо только обучиться этой технологии перспективного чтения, и разработать то же самое по своему региону. И тогда вы сможете использовать не только сказкотеку русскоязычную, как бы для русской национальной картины мира, а вы можете использовать сказкотеку параллельно и своего региона, как вот, например, сказки России и сказки Татарстана. Вот все, что я вам хотела рассказать. Спасибо, что вы так долго, внимательно слушали. Еще раз извиняюсь, что все началось с опозданием, поскольку у вас задержалось пленарное заседание. Я буду рада услышать ваши вопросы.
Еще раз говорю, что отправлю вам презентацию с удовольствием, если такая потребность как бы возникла, посмотреть все это, почитать, подержать в руках. Отправлю с удовольствием мотивационный вот этот вот листок, как говорить, о чем говорить с родителями или с теми педагогами, которые не понимают, что билингвизм это важно, естественный билингвизм это важно. Кто захочет что-то поподробнее узнать, тоже милости просим, вы можете писать. Сейчас я вам покажу уже свой мейл, потому что иначе очень долго будет все это пролистываться. Вот. И еще раз напоминаю, вы можете записаться в группу Facebook, где постоянно идет информация, игровые технологии, игропедагогика, все, что связано с этой темой. Сказкотека, у нас есть группа, международный образовательный проект Сказкотека, но туда мы записываем как бы тех, кто работает уже по сказкотеке или начинает работу по сказкотеке. Есть группа проекты и гранты, если вы по проектным технологиям работаете, и есть календарь портфолио дошкольника, но это не группа, а страничка, где можно подписаться и получать информацию или задавать вопросы. Вот то, что я хотела сказать. Большое спасибо. Ваши вопросы? Наверное, надо похлопать. Да? Кто-то, может быть, хочет высказаться? Екатерина Львовна, большое спасибо за такую содержательную лекцию, обучение. В общем-то, благодаря вашей лекции мы сегодня, наверное, открыли окно в мир, в мировое пространство, и узнали очень много новых как бы и направлений, исследований, много инструментария, который позволит педагогам расширить свои какие-то образовательные возможности. Так ведь? Я думаю, что будет много желающих получить презентацию для того, чтобы самостоятельно узнать всю информацию. Я, наверное, если вы позволите, могу дать вашу электронную почту. Или лучше же... Моя электронная почта вот тут есть. Info? info@bilingual-online.net. Ага. Ну, в любом случае, если вы не сможете записать, то я коллегам помогу. Но в любом случае, я, конечно, тоже хотела бы иметь эту презентацию, а затем уже я могу, если что, и предложить коллегам. Да. Ну, я думаю, что кто-то может высказаться. Что-то совсем бессловесно. Наталья Валерьяновна. Можно не заставлять высказывать, может они пока обрабатывают все это, обдумывают. Скажите, вот туда, вот сюда, да? Да. Ага. Спасибо огромное, конечно, Екатерине Львовне за выступление, за интересную информацию, которая была доведена до вас. Вроде по мелочи смотришь, да, и вот эта сторона у нас отслеживается, и эта работа проводится, а когда ее видишь вот в такой системе, и думаешь, вот действительно надо начинать одно дело и вести в системе, а не урывком где-то тут, где-то там и еще-то где-то. И вот поэтому, если мы увидим, вот это как раз адреса сайтов, да, мы это все запишем и будем применять, конечно, в работе с помощью записи. Ну, я вам просто помогу, вот как как это все организовать и как это проводить правильно, потому что если начинать работать, нужно знать, с чем работаешь и как работаешь, потому что работая обучаться, это уже тоже... Спасибо большое. Екатерина Львовна, я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Возможно, вы найдете время и к нам приедете, если, в общем-то, мы сможем каким-то образом это все организовать, и вы найдете свободное время в своем заполненном режиме. Так что сразу не отказывайтесь. Я думаю, что у нас вам тоже будет интересно. Мы живем также разнообразно. Наверняка. Спасибо. Еще раз говорю, что очень открыты и всегда готовы к диалогу именно с педагогами. Спасибо большое. К прямому диалогу. Спасибо большое. Еще. Успехов в вашей работе. Мы всегда следим на сайте Билингва. Спасибо. Да, за новой информацией. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что же,
уважаемые коллеги, я думаю, что действительно вот эта видеолекция, она как бы позволит разнообразить ваш образовательный процесс. Все эти материалы в открытом доступе, они имеются. Презентацию мы как сможем распространим. У кого будет желание, вы сразу нам напишите, мы вам тогда перешлем. Но я не скажу, что сегодня, завтра, послезавтра. Хотя бы дайте нам немножечко. У нас еще поездка в Ижму на следующей неделе будет, так что через неделю. Хорошо? Вот. Ну а так вы в интернете можете найти вот эти все, вот сказкотеку изобилия, например, еще там какие-то были, ну, билингва, да, и вы выйдете на сайт, а там уже вся эта информация, она имеется. И, в общем-то, если вы подключитесь вот в эти вот сетевые группы, то вы уже будете в этом образовательном пространстве. Так что желаю вам интересной жизни, сотрудничества с коллегами с всего мира. Очень много приглашений бывает к участию в разных семинарах и конференциях буквально во всех странах мира. Если у вас есть средства и желание, вы можете ездить буквально несколько раз в год. Там все, конечно, за свой счет. Вот. Но я думаю, можно жить интересно. Итак, уважаемые коллеги, я думаю, что сейчас все-таки пришло время немного отдохнуть, попить чай. Во второй аудитории накрыта кофе-пауза, но давайте недолго, да? Буквально минут 15, как у нас по программе.